Многие из вас, наверное, слышали о теории пассионарности этногенеза Льва Гумилева. Он говорил о нациях, для которых характерно непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, направленное на изменение своей жизни, к прогрессу. Пассионариями могут быть не только народы, но и отдельные личности. Они могут оставить свой след в истории благодаря своей движущей силе, неуемной энергии и стремлению к позитивным изменениям. Сегодня свой значимый, большой юбилей отмечает человек, который вносит неоценимый вклад в развитие нашего современного татарстанского общества. Своими прогрессивными идеями, многие из которых, кстати, значительно опередили свое время, он не только объединяет единомышленников, но и может переубедить оппонентов. Соседи говорят: у вас самая развитая сельскохозяйственная отрасль. Вы производите больше всех молока в стране. Благодаря чему? Вы скажете: благодаря лизингам, грантам, субсидиям, поддержке фермеров, малого и среднего бизнеса, внедрению самых современных технологий и многому другому. Это правильно. Но в основе любых достижений не только и не столько технологии, гранты и деньги. Это все прилагательные, а существительное – человек. Мы уже говорили сегодня в начале программы, что Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по многим направлениям развития, в том числе и в сельскохозяйственной отрасли. Это стало возможным еще и потому, что среди нас есть настоящие пассионарии, которые хотят и делают этот мир лучше, живущие для людей. Это стало возможным благодаря тому, что базу современного сельского хозяйства республики создавал такой человек, как Марат Готович Ахметов. Удивительно талантливый, разносторонний, трудолюбивый человек. Не побоюсь этого слова, великий сын татарского народа. Взрослый репертуар под фонограмму, навязчивые мелодии о неразделенной любви. Эти веяния когда-то нас непринужденно заносили в музыкальную барахолку, откуда, как казалось, уже не было иного пути. С первой ноты, с первой песни, с первого выхода на большую сцену детский музыкальный проект «Балашах Жире» установил новую планку культуры и вкуса. И ангельские голоски нашу жизнь повернули к прекрасному. Это совместный проект первого детского телеканала «Шаян ТВ» и комиссии по вопросам сохранения и развития родных языков не про детские песни. Это про идею, про смысл, про цель, о чем должны петь наши дети. В этом году «Балашах Жире» отмечает уже 5-й юбилейный сезон. 5-й год подряд поэты и композиторы, сочиняющие свои музыкальные произведения для детей на татарском языке, смогли вновь обогатить нашу современную детскую эстраду. Больше сотни песен поступило на конкурс, но только лучше из них получат современные аранжировки, пройдут в телевизионный конкурс «Сейлен», войдут в музыкальные сборники, разойдутся по детским садам и школам и возглавят телевизионные музыкальные чаты. Все это будет. А пока прелюдия больших выступлений, хитовых песен и славы на весь татарский мир. Особо такая трепетная работа, потому что ты со всеми своими качествами и подходами, своим отношением, душой, ты должен уметь проникнуть в душу молодого человека, детей, самых-самых маленьких. Полностью уверен, что вот эти выбранные 5 песен, они настолько уникальны, они будут очень живущие, и многие ребята их воспримут, и дальше они будут продолжаться служить нашим национальным целям. Еще в начале 2021 года в республике при Раисе Татарстана была создана специальная структура по вопросам сохранения и развития языков народов. Эту комиссию возглавил первый заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, и этот выбор был явно не случайным. В экономике есть такое понятие, как антикризисный менеджер, то есть человек, способный найти пути решения любых, даже самых острых проблем. За прошедшие 3 года комиссия во главе с Ахметовым сделала столько, сколько десятилетий, а уж если быть честными до конца, с момента распада большого государства не доходили руки. А может, правда, не хватало желания, не исключено, что и возможностей у отраслевых министерств и ведомств. Изданий книг, научной, учебной, методической литературы, прикладных материалов, игр, пособий на родном языке для образовательных учреждений. В культуре появились новые конкурсы, проекты, гранты. В кинематографе, сериалы, фильмы, мультфильмы. Эти годы стали новой вехой, новой эпохой возрождения национального самосознания.
Что ни год – новый проект. Что ни решение, то точечное попадание. Откуда такая прозорливость? Откуда такой успех, скажете вы? И все потому, что за дело взялся человек, который не просто умеет, как многие, красиво и хорошо говорить. Этот человек обладает главным качеством руководителя. Он всегда может слушать и слышать то, чего лишены многие чиновники, которым удалось взобраться на вершины Олимпа власти. Қазанның ветеринарный институтындағына 32 студент бар. Бұл ауылдан ғана. Из одной только этой деревни в Казанском ветеринарном институте обучались 32 человека. Из нашего села Хасан-Шаех вышло 16 руководителей совхозов и колхозов. В том числе и Марат Ахметов родился здесь. Он еще, когда учился в школе, был очень требовательным к себе. Ночью, если вспомнит вдруг, что не выполнил домашнюю работу, тут же вставал и начинал писать. Марат Ахметов – это именно тот человек, который вырос в народной среде. Выходец из обычной татарской деревни Заказания, из семьи среднего дохода. Его предки были учителями, богословами, возводили мечети, открывали медресе, были людьми уважаемыми, образованными, знали несколько языков, в том числе и в совершенстве владели русским языком. К Ахметовым тянулся за помощью простой люд, чтобы грамотно написать прошение царю. Удивительно, но факт. Марат Ахметов – самый настоящий продолжатель этих добрых традиций своего славного рода. Работая в разные годы в разных должностях, он смог построить эти мосты между народом и властью, донося чаяния до самых верхов в прямом и переносном смысле. Марат Готович много помогал деревням, его вклад огромен в строительство практически всех социальных и культурных объектов. Школ, детских садов, фельдшерских пунктов. Он строил дороги, восстанавливал мечети, облагораживал родники, парки, скверы. Многое было сделано при нем. Еще в 1997 году в районном центре Балтаси начали искать место для Сабантуя. Тогда еще никто не знал о таком понятии, как общественное пространство. Именно Марат Ахметов предложил сделать в районе красивый благоустроенный парк для отдыха. Мы пригласили архитекторов, сделали проект. Сегодня это излюбленное место жителей района. 27 мостов было построено в Высокогорском районе. Железобетонные сооружения более 100 метров длиной. Один мост вообще 189 метров. В наших краях много родников и рек. Раньше люди страдали от наводнений, а со строительством мостов мы забыли об этой проблеме навсегда. Газ из Уренгоя в район пришел во времена его руководства. Какое же это было счастье для людей! Будучи министром сельского хозяйства, Марат Ахметов понимал, что людям мало дать просто рыбу. Нужна еще и удочка, чтобы был улов хороший. Качественные условия жизни, современная инфраструктура, конечно, может продлить жизнь деревни, но важнее работа. Фермеры, предприниматели, хозяйства больших и малых форм. Именно благодаря Ахметову в Татарстане заработали многочисленные программы по поддержке сельхозотрасли, кредиты, гранты, субсидии. Хочешь жить и работать? Вот тебе грабли и лопата, греби свое добро. В Татарстане Марат Готович не отдал всю отрасль на откуп инвесторам. Многие колхозы смогли сохранить свою историческую сущность. Конечно, никто не спорит. Много инвестиций, много денег, много прибыли. Но частник заточен только на собственных интересах. Ему не важно, сколько коров в подворье, где народу взять корм для скота, по какой цене идет закупка молока у людей, кто будет компенсировать издержки, как провести сабантуй в деревне. Да и вообще, не будь самой деревни, никто не будет лить крокодильи слезы. Для современных мегаферм 2-3 работника вон из дружественных стран хватит с лихвой. Другое дело колхоз, отец-кормилец. Без него ни плошки, ни ложки. Районда обеспечить хозяйство біргене қалдық біз, инвесторлар. Біз соның ертең тірлеу қазығында. Благодаря Ахметову в нашем районе мы смогли сохранить коллективное хозяйство. Для народа это большая поддержка. Мы даем корм для скотины бесплатно, весной, осенью помогаем со спашкой. Многое делается для того, чтобы жизнь на селе была легче. Поэтому наша деревня живет, люди держат скотину, у них есть опора. Он был министром не кабинета, а полей. Весной на посевной, осенью на уборке. Марат Ахметов всегда лично объезжал все районы, все хозяйства, чтобы убедиться лично в качестве выполняемых работ. Именно в годы его правления Татарстан всегда был лидером по объемам выращивания зерновых, по сбору молока и производству мяса. Быть первым во всем – это тоже опыт, который тренируется годами.
Еще во времена учебы в ветеринарном институте Ахметов и сам не раз становился абсолютным батыром Сабантуя. Позже именно ему, бывшему спортсмену, человеку с железной волей и закалкой, поручат возглавить сразу 2 федерации по национальной борьбе крэш и по борьбе на поясах. Сегодня практически в каждом городе и в малых, и в больших деревнях работают клубы, школы, секции по борьбе крэш. Занятия, формы бесплатные. Сборы, соревнования, матпомощь, полный соцпакет. Федерация все расходы берет на себя, залы оборудованы. Никаких легионеров, покупных тренеров. Растят своих. Вот она, самая гуманная форма спорта высших достижений. Футболисты, хоккеисты тихо сопят в сторонке. Десятки тысяч детей привлечены в этот вид, который учит быть сильным, ловким, умелым, бороться до конца, до чемпионского титула. Но не только в этом суть. Именно здесь дети перенимают народные традиции татарской борьбы и впитывают дух многонационального народа. Сейчас мы выступаем, дай бог, выиграем игры БРИКС, да, как универсиада у нас была, примерно такой же уровень. Ездили в том году очень много международных соревнований. Игры кочевников ездили, то есть наш спорт тоже включили, игры кочевники, этноспорт. Вот. То есть очень-очень стремительно развивается, и дай бог он войдет в Олимпийский. Его жизнь измерена годами, но цена она мгновениями, которые привносят смысл в бытие. Мгновениями удач и поражений, мгновениями встреч и разлук, возможно, каких-то пока еще несбыточных мечтаний и надежд, для которых, дай-то Аллах, еще будет отведен свой час. Эльзира Юзаева, 7 дней.